Эгер биз тез аранын ичинде оңдобосок, анда ал жер жарылчу болсо, азыр толуп калды ошочу. Мен ачыгын айтайын силерге. Андан биздин асман шаарында деле кереги жок, Караколго аэропорт салып деле кереги жок. Бул жарылчу болсо бүттү. Туризмди ошо менен көмдүк да. Ысык көл областын мындай жаап койсо болот да. Мы находимся в селе Каджисай Тонского района Иссык-Кульской области. Сзади меня расположено Каджисайское хвостохранилище, оставшееся нам с советских времен, когда здесь, в поселке, добывали уран. В Кыргызстане 5 хвостохранилищ, оставшихся после разработки урановых месторождений в советское время. 4 из них находятся в селе Менкуш Джунгальского района Нарынской области, одно в селе Каджисай Тонского района Иссык-Кульской области. Он был совершенно секретным, там стоял шлагбаум, и его охраняли солдаты. После начала разработки уранового месторождения в поселок начали приезжать люди, которые работали вахтовым методом. С 70-е, 80-е годы, когда вот объект находился в бесхозном состоянии, произошло размытие верхнего слоя хвостохранилища, который вот чуть ниже объекта были этот участки, где был этот уран. То есть участки, локальные участки, где произошло размытие, и вот этот слой туда сошел. Ну, около 5-6 тысяч кубов. Мы его полностью перевезли в дополнительную секцию хвостохранилища, захоронили его полностью. То есть привели его в безопасное состояние. За пределами хвостохранилища в данное время, с 2019 года, скажем так, с 4 года, участков, где есть уран, уже нет. Только в нашем хвостохранилище здесь. Мы полностью его сюда завезли. Раньше была речка вот здесь протекала вдоль хвостохранилища, то есть она размывала борт хвостохранилища. Как вы сейчас видите, мы сделали отдельный канал. Сейчас вся вода, которая сходит в весенний период с гор, она проходит по отдельному каналу. То есть уже здесь размытие не идет, так как чуть выше хвостохранилища мы расположили дамбу, которая отводит эту воду. Кроме этого, мы местами есть участки, где мы проводили уплотнение и увеличение верхнего слоя хвостохранилища. То есть чистым грунтом покрывали его. То есть там есть определенный порядок, согласно проектно-сметной документации. И само хвостохранилище мы, как вы видите, мы поделили на участки, чтобы вода, которая попадала вверх хвостохранилища, не размывала борта при выходе из хвостохранилища, потому что тут бывают очень обильные осадки. Ну, простым языком привели в безопасное состояние объект. У нас есть по периметру расположены мониторинговые трубы, где мы производим отбор проб воды. После осенне-зимнего периода смотрим, если есть где-то увеличение, где-то это, то значит есть проблема. Поэтому если есть увеличение, значит мы проводим аварийно-восстановительные работы. Но последние 3-4 года после завершения рекультивационных работ таких скачков не было. До самой рекультивации какой радиационный фон был? Тут были участки, локальные участки, не все хвостохранилища, до 100 микрорентген в час. Так, а при норме? При норме до 25 для Иссык-Кульской области. Когда-то здесь у нас в Каджисае при Союзе около 12 или 10 тысяч, 12 тысяч людей жило здесь. Так говорят наши предки. Ну, когда-то это про, если рассказать про Каджисай, как наши отцы, дедушки говорят, здесь 8-й комбинат был, там, где вот, когда заходишь в Каджисай, там стояла шлагбаум, все совершенно секретно было, говорят, и там шлагбаум и солдаты стояли, как говорят. Строжайшим секретным все это было урановое. Так как шахты работала, просто вот этот бревно, древесину, вот этот, который, когда в шахты заходят, вот этот подставки, чисто по заказу при Союзе из России, из Сибири перевозили. А наши леса, это мы не прочные, как с печенька она разорвается, вот из-за этого это все закрыто.
Биякта иштер 1947-жылдары башталган Союздун учурунда. Жана 64-жылдары уран казуу иштери токтогон биякта. Андан кийин центральная шахта ачылган, көмүр казуу иштери жүргөн. Биякта КС электротехникалык заводу иштеген. Союз кулагандан кийин ошонун калдыктарын ачык эле жаткан. Мурунда жүргүзүлгөн рекультация иштери, бирок мындай деңгээлде эмес. Биякта 2019-жылдан баштап рекультация иштери жүргөн. Толугу менен баардык стандарттарды сактоо менен рекультация иштери жасалып бүттү. 22-жылы бул корулган территориянын ичине сырттагы радиационный жана почваларды алып келип бияка киргизилген, тапталып, баардыгы жасалып, толугу менен бүтүрүп кабыл алышкан МЧС. Азыркы учурда мониторинг жүргүзүп турушат. Мындан тышкары дайыма биздин айлап менен тыгыз контактта иштешет. Рекультация жасалып баштагандан баштап ошол жерде чогуу болдук, аралаштык. Комиссия келип турду центральный аппараттан. Бизде системадан 5-6 киши бар эле. Комиссияда ошолордун баары келип көзөмөлгө алып, ар бир этап менен иш бүткөн ишти карап көзөмөлгө алынып атты. Ошол бүгүнкү күндө. Буга чейин көрсөтүп аткан фон аябай чоң болчу. Бүгүнкү күнү кадимкидей төмөн түштү. Азыркы убакытта мындай өтө коркунуч жок деген маалымат берип, ошонун негизинде анан иш аякталган. Өткөн жана айтып атпайсызбы? Балбак Төлөбаев айтты депчи. Балбак Төлөбаев айтса, ал чоң жаан болсо, берик сыяктуу мардин алып кетет. Ошонун алдын ала иштер жүргүзүп, ошону жана экинчи этапта деп атпайсызбы азыр? Ошолор алынып салса жакшы эле болмокпу? Ал деле ошол планга көрсөтүлүп, биздин деле пикирлер, сунуштар айтылып турат.